третьего международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Дорогие друзья, сегодня мы собрались на торжественном закрытии третьего международного фестиваля сказителей по зову земли Олонхо в формате онлайн под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Как известно, организатором данного мероприятия фестиваля сказителей по зову земли Олонхо является Республика Саха-Якутия. Правительство Республики Саха-Якутия, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Театр Олонхо, Центр Олонхо по научно-методической деятельности и международным связям Республики Саха-Якутия и Центр духовной культуры Арче-Деде, Дом Арче. Напомню, в 2015 и 2017 годах в Республике Саха прошел международный эпический форум «Эпосы народов мира» под эгидой ЮНЕСКО. Это было с 17 по 19 июня 2015 года и с 6 по 8 июля 2017 года. Второй международный эпический форум прошел в рамках визита генерального директора ЮНЕСКО госпожи Ирины Боковой в Республику Саха-Якутия. И третий раз древняя земля Олонхо, шедевр нематериального наследия человечества, якутский героический эпос Олонхо объединил сказителей, исполнителей народов России и зарубежья. Ведь эпическое наследие, передаваемое из поколения в поколение, имеет решающее значение по формированию чувства самобытности у людей и народов, и в то же время способствует осознанию общности идеалов и ценностей человечества. Третий международный фестиваль по зову земли Олонхо в формате онлайн прошел успешно. Друзья, хотелось бы тут сказать о том, что у нас на фестивале очень активное участие приняли некоторые республики, об этом мы еще скажем. И мы стали свидетелями уникальных исполнений, которыми богата наша Серединная земля. Мы увидели, у нас есть возможность через телеграм-каналы приобщиться к удивительным творениям эпического наследия. На фестивале приняли участие всего 10 регионов и стран. Это Монгольская Народная Республика. Об этом мы хотим подчеркнуть особую активность этой республики. 10 участников из Монголии приняли участие. Кыргызская республика, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Башкортостан, Забайкальский край и Республика Саха. Всего участвовало 44 сказителя, из них 22 участника из регионов и других стран, и 22 участника из Республики Саха-Якутия. В числе участников 10 молодых исполнителей и свыше 35 лет 34 участника. Вот. И мы
сегодня организаторы искренне выражаем огромную признательность и благодарность всем участникам, сказителям, исполнителям эпоса за ваше участие, за вашу активную позицию жизненную, за ваше мастерство, за ваше творчество, вдохновение, за ваш высокий творческий потенциал. Мы уверены, что ваш талант, ваше мастерство исполнения, ваша любовь и преданность к эпосу родного народа, любовь и преданность к родной земле и к своему народу обязательно и сейчас нашли, и далее найдут горячий отклик у зрителей и сольются в одну общую руну торжества эпоса и творчества, торжества дружбы и радости жизни на земле. Сейчас вашему вниманию предлагаем видеовыступление сказителей, победителей 3-го международного фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Цырендава Даждош, Монгольская Народная Республика. Обладатель гран-при 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Монгольский народ, имея в прошлом величайшую империю Чингисхана, завоевавшую полмира,
не мог не сложить свой героический эпос. Старомонгольские, китайские и персидские хроники сохранили текст сокровенного сказания монголов, уникальный памятник, последовательно описывающий возвышение Чингисхана как гениального полководца, как гениального человека, который объединил это государство, создал эту государственность, его соратников, его биографии и 3 официальных династийных хроники. На нашем фестивале монгольские сказители приняли участие, и прежде всего они представили очень архаический, почти у нас на нашей родине исчезнувший кавказский эпос, который сегодня жив во внутренней Монголии Китайской Народной Республики. И вот наш победитель Селендава Даждош исполнит сейчас гимническое восхваление Махтал, исполненный вот при сопровождении Куренмура. Вы стали свидетелем вот этого уникального его исполнения. Махтал. Далее мы просим выступление Алмабекова Кубаныджбека Касамалиевича, Кыргызская республика. Он лауреат 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Диритидре ошо кетиптир, ошо турган лама, ламага жетиптир, ошо кийин экен лама, ламаң ошо бериптир, баягы балги тебин ачыптыр, дадасын ачып караса, жакыптын улуу манас деп, ушу келсе бежинди манас алат деп жазып койгон жери бар, ушу турган ала кең көзүм менен көргөн өзү бар, айланайын кабылан менден ошо чалгынга бүгүн чыгайын, кандай дейсиң батырлар курдек менен жанаша, мен барайын талаша, өрдөктөн тизгин талаша, чет кийбейсиң калага, мен барайын ушу кайда турган экен деп, ушу чалгынган өзүм кирейин, керек болсо ушу жандын жарысын калың кыргыз элине садагага берейин, балта кериң айганча деп, найза кериң канча деп, түтөп жаткан чоң бейжиң жери кайда турат деп, эли кайда турат деп, мергени канча болот деп, сайрап турган торгойду тамаңга аткан бергенден кайсы жерге коет деп, түнү үчүндө атканда найзадын учун сак этип келиштирең аттырган мергенин кайда турат деп, атаган дүнүйө балта кериң канча деп, найза кериң канча деп, эземинин балын алайын деп, ушинтип кылаңга кайрылып, эң айланайын камманас, алтарыштуу бийжиңдин жолу башка деп айтып, житарыштуу бийжиңдин колу башка деп айтып, ушу турган бийжиңдин жайлап койчуң эли бар, канжар кол деген беги бар, канжар кол деген колу бар, канжар менен урушкан, түнү үчүндө жүргөндө этебене дүнүйө жазбай найза сунушкан, аны кайда болот деп, ал эсебин алайын, ушу турган сонургу, сонур менен жараша, чалга мен да барайын, кайгылым билип алайын, колдуң келсе кабылан, килишимдүү жылкыны кер табылгы жайлаган, килиштирип кысталак караң атын байлаган, ал окенин коңурбай, ошонун колунда турат сан жылкы, каркырадан бөлүнгөн, ошо жылкыга өзүм барайын, колум келсе кылымаң келсе кабылаң, кайра кайрып алайын, ай көлбөйнөз кабылан, ушу айылга жалгыз барганча, кештемен деп калбайын, өзүңүн берген чубакты, чунаңдаган чынакты, ак балтанын чубагы, аябай батыр эрекен, телегей тең экен, уңдалысы кең экен, ойротубуздар эрекен, солдарысы кең экен, солонго барып турганда, ушу турган коңурбай, жылкыдан артыбы канда, жылкынын артынан түшүп алганда, артыман аны салайын, атыраңан чубактын бир кылыгын көрүп алайын, өзүңүн берген чубакты өзгөдөн берген төштүктү. Манас, как и другие героические эпосы тюрко-монгольских народов,
является гениальным произведением этнического самосознания и самоутверждения киргизского народа. Они всегда защищали и освобождали свою страну от внешних захватчиков. По своему объему Манас является величайшим эпосом в мире. Для исполнения его, как говорят исследователи, потребуется полгода, если его брать в полном объеме. 2500 тысяч строк был записан от одного монаши прошлого Сагынбая Аразбакова. Монаши – это уникальный сказитель, стал также шедевром ЮНЕСКО. Главной чертой сказительского искусства является импровизация, которую нам сегодня представил Алымбеков Валишбек Касымалиевич. Он представил нам иссык-кульскую северную традицию исполнения монаса и высокий уровень исполнительского мастерства иссык-кульских сказителей говорит о том, что от них было записано более 20 музыкальных мелодий, декламации или речитатив обязательно в виде импровизации, мимика, интонационная игра Карьеволонко вызывала всегда и вызывает восторг слушателей. Махтал. Далее послушаем видеовыступление Манджиева Атра Каруевича, лауреата 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо, Республика Калмыкия. Erdiğin yakın sakıttı karıksın yenne oğlanı mırgdını şacın dilgir hala sakıttılı kargılsın. Tekkezullah hani açı tangısı bombay hani ciçil yüzün kaldır hani köyünü ençin canları bileli yergini hüm isteden dokşunu mangıstın utkın delil cilli Üncüm bir yer üldesin Bununla orkçılı nastadan arzu zedin üre taktıl köylü ırgcılı mordulsınlar Gorun beri namı cegulcen ikkili mangız kaga keyli bercili namdan uğrulsun eliminden Dönü orkçılı nastadan dürüm beri namı evcili Dördüngü ikkili mangız kaga keyli bercili namdan uğrulcilin Erkin tavın asta taktın tekin tavın şulmul kaga Keyli bercili namdan uğrulcili teri tavın asta taktın Bekümün gün şıkşırgıdı berg cilli olcalıksın boldıgın benden Zurga orkçılı nastadan zurgan beri namı evcilli Zoğun cidin üzdürü kugolcilli Zurga bolsun beşikten künkan altın çecigi Keyli vercili namdan uğrulcilli Engin oğlum batır muddin baru nahlaçıllı Bolla soluksın meni Dolla orkçılı nastadan durdin dolla noregi dora sulcili Dudala jangır neren ikke kolda songsuz sondalı Arınzoz yerden hordan saktı altın barın şarı çokurar beni kurtsa saktalı Evre bin bağa düğüt saktalı Tündürün hani kükü kolla tövşünde çinlisin oyni kükü kolla Narın karkı üdü hori horundalı bedik Nam tüksülü hani kükü zalıksın öyle bolduk mellen Külgüden hordun kamgın hurracıllı Arslın gudun çiğdi kamgın tuğulul cıllı Dörvün talan dökçün hoyra hani nuttu Keyli bercili namdan orul cıllıÜkköl oğal mümkün orta yürgüçtü Hörün tavuğun nasni dürer bedik Üvel oğa hamrin kevver sunna oğal namra garı Darhı keten oğa garı halkı halın oğa garı Sir gitsin sallıkta bürü gitsin hurtal
бомбе норен болна. Калмыцкий греческий эпос «Жангар» отражает эпоху Средневековья феодально-кочевой государственности. Это не архаический сказочно-богатырский эпос Карлонко, а историко-героический дружинный эпос. Жангар пронизан патриотическим духом, идеей консолидации айратских племен и объединения их в мощную военно-кочевую державу, управляемую мудрым и справедливым государем. Эпос Жангар, в отличие от многих эпосов тюрко-монгольского мира, распространен географически очень широко, выходит за рамки одной национальной традиции. Есть версии монгольская, бурятская, алтайская, тувинская, синьцзянская, то есть джунгарско-тунгусская традиции. Махтал, к вашему вниманию видеообращение председателя третьего международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо, профессора кафедры государственного и официального языков экономического университета имени Рыскулбекова, доктора филологических наук, сказителя Манащи Бакчиева Таланталы Алымбековича. Пожалуйста. Уважаемые участники третьего международного фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Вот на этом завершился наш фестиваль. Выявлены победители, хотя каждый участник, я считаю, является победителем. Каждый участник, каждый сказитель является гордостью и честью своего народа. Я поздравляю вас всех с участием на данном международном фестивале сказителей, который уже третий раз проводится на территории города Якутск. Это одна из крупнейших международных фестивалей, которые проводятся во всем мире. Фестиваль именно сказителей. И мы должны понимать, что на сегодняшний день сказитель – это ум, честь и совесть народа. И мы должны и дальше держать этот курс. Мы и дальше должны сказывать свои эпосы, не забывать и достойно передать следующему молодому поколению. Позвольте еще раз вас поздравить и, пользуясь случаем, поблагодарить оргкомитет данного фестиваля, поблагодарить Республику Саха-Якутия, так как именно они являются инициатором данного фестиваля, хотя на территории Сибири и Центральной Азии имеются несколько фестивалей, которые предназначены, которые адресованы именно сказителям героических эпосов. И этот фестиваль по зову земли Олонхо, является одним из них. Удачи вам, успехов и новых творческих высот. Махтал. Сейчас слово имеет сопредседатель третьего международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо под эгидой
комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, кандидат филологических наук, руководитель Центра Олонхо по научно-методической деятельности и международным связям Захарова Агафья Еремеевна. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые сказители Международного фестиваля, дорогие коллеги и друзья из разных стран и регионов Российской Федерации и уважаемые члены Международного жюри. Искренне от всей души, от имени оргкомитета фестиваля, от имени сотрудников Центра Олонхо поздравляю всех с успешным завершением нашего 3-го международного фестиваля сказителей по зову земли Олонхо. Наш фестиваль объединил народы тюрко-монгольского мира, сказители которых представили свой уникальный талант и мастерство исполнительского искусства устной традиции. Мы, организаторы данного фестиваля и уважаемые международные жюри, очень довольны результатом данного фестиваля, где представлены почти все сказители из регионов Российской Федерации, в том числе и далее Кыргызской и Монгольской республики. Этот широкий географический спектр участников свидетельствует о том, что в 21 веке то наследие духовное, которое оставили нам наши предки и завещали как свидетельство о героическом периоде своей истории, оно не угасло, оно идет и дальше продолжается в исполнении юных, молодых и зрелых исполнителей своего эпоса. В этом контексте участники-сказители, продолжающие эту традицию, являются настоящими хранителями духовной культуры своего народа. Но я хочу немножко отметить вообще по тем итогам, которые мы провели от имени жюри, следующее. Я хочу тут сказать немножко, отклониться немножко от работы самого жюри и обратиться к истории. Вот якутский и греческий эпос является эпосом очень древним. Он восходит, с одной стороны, к традиции, как бы из бурят-монгольской традиции, поскольку наши предки пришли в Среднюю Лену из Прибайкалья. Это последнее место исхода предков якутов из этой географической территории. И там она уходит, еще не исследована, но исходит вот оттуда, как бы берет свои истоки. С другой стороны, как отмечают многие исследователи якутского эпоса, наш эпос берет от алтайо-славянских народов. Мы прослушиваем вот исполнение хакасских исполнителей, алтайских исполнителей. Мы даже именно по устному исполнительству заметили очень многие схожие черты. И вот я хочу немножко остановиться по поводу исполнительского искусства. Мы всегда подводим такие итоги. Конечно, все сказители, которые приняли участие в такое время, в формате онлайн, мы очень благодарны им, то, что они показали нам вот широкий вот такой аспект своих героических эпосов. Это очень радует. Но с другой стороны, конечно, международное жюри отмечает некоторые свои замечания, именно учитывая тот факт, что приняло участие достаточно много молодых исполнителей эпоса. Для якутских исполнителей Олонхо, как мы заметили, не считая возрастного различия, проблемой остается сказывание речитатива. Речитатив не исполняется по канону, поскольку не дается
темпа, не дается ритма. То есть, если говорить по-якутски, тетимен каянту паттали. Соотношение речитатива и песнопения не соблюдается. Импровизация отсутствует почти у всех исполнителей ломко, исключая только самих ломкосутов, людей, которые сами создают вот свой эпос. С другой стороны, по песнопению якутских исполнителей ломко мы заметили, что многие пришли к нам как тоюксуты, которые стали заниматься ломко. Но эпическое пение, оно немножко другое, чем этническое пение тоюк. Оно отличается, поскольку там при исполнении песен персонажей ломко, вот красота пения каждого персонажа, исключая, скажем, там, отрицательных персонажей, она должна завораживать. Именно прошлые сказители ломкосуты, они завораживали, вводили тем речитативом вот, греческий эпос, а потом завораживали слушателей своим пением, его красотой, его длительностью, и они вводили в свой чудесный сказочный мир. Все это отмечают. Но наша ломка тоже вот близко к исполнению киргизского монаса. Наши, значит, известно во многих этих воспоминаниях, были такие исполнители ломкосуты, которые представляли как актера одного театра и мимикой, и жестом. Они вскакивали с мест, они вставали. То есть, несмотря на то, что есть, конечно, традиционные позы исполнения ломко, но они, конечно, использовали весь арсенал артистического мастерства. К сожалению, вот этого у наших исполнителей ломко не хватает. И мы поэтому, когда вот там была графа импровизация, почти у всех вот по графе импровизация стоит просчерк. Понимаете? И поэтому в будущем, конечно, мы хотели бы пожелать нашим исполнителям вот, якутского ломко, чтобы они учитывали эти моменты, потому что иногда вот сказывание превращалось в просто простой пересказ. Просто простой пересказ и не вводил ни самого исполнителя, ни самих вот этих зрителей, слушателей темп греческого эпоса, который мы считаем каноническим, достаточно много архивных записей об этом имеется и так далее. Теперь, что касается вот, некоторых моментов зарубежных исполнителей, вот мы отметили, что вот состояние, вот такое состояние, импровизационное состояние, конечно, очень быстро входит. Киргизские монаши, очень завораживающие, красивые пения исполняют, вот и монгольские исполнители, сказители, и вот, как вы заметили, еще даже и молодые абсолютно, вот, хакасские, там, алтайские сказители. Мы стали свидетелями многообразия горлового пения сказителей, которые, конечно, этим искусством владеют очень хорошо. У нас тоже было горловое пение, но, к сожалению, у якутов это горловое пение исчезло. Почти исчезло. И вот, ну, что я хочу сказать, что в будущем я, наверное, думаю о том, что вот впервые у нас принял участие сказительница башкирского лирического эпоса «Урал-Батыр». Это, конечно, эпос очень древнейший эпос. Его даже сопоставят с Авестой или Гильгамешем. Там речь идет о действии человечества. И Урал-Батыр содержит исключительно древние пласты исторического прошлого башкирского народа. Мы были в Башкортостане в 2008 году.
Там были молодые, совсем ребята, да, молодые исполнители. Естественно, они как бы выучивали тоже наизусть, как наши, да, начинающие исполнители. Но хотелось бы, чтобы в Башкортостане наши коллеги, апосолиды обратили внимание на возрождение устного сказительства. Что касается хакасского и алтайского эпоса, да, ну, это, конечно, особенное интонационное исполнение хакасского эпоса. Абсолютно очень нам был близок, ласкал наше ухо, Вот. И поэтому, но, к сожалению, из этих саяно-алтайских народов не приняли участие в Шорше. Видимо, они эту традицию, видимо, то ли потеряли, то ли еще у них вот это наше устное сказительство у них не возрождается. Еще я хотела бы сказать о том, что члены нашего жюри очень ответственно отнеслись к нашей просьбе. Они просмотрели все, и молодежь, и молодых исполнителей, и по возрасту исполнителей. Это, конечно, было трудновато, потому что некоторые исполнения они по продолжительности занимали час и более, 1 час и более. Но что я хочу сказать нашим молодым исполнителям, у них есть будущее. У всех, кто принимал участие, у них есть будущее, они на правильном пути, я так вижу, как член жюри. Вот. И я желаю всем здоровья, желаю всем продолжения своего искусства, какие бы ни были условия в жизни и так далее. Я всех вас сильно благодарю. И поскольку там мы идем как бы от имени жюри, я хотела бы поблагодарить, конечно, Комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации, что они нас в кратчайшие сроки поддержали и дали нам эгиду, возвышая статус нашего фестиваля в это сложное время. Я хочу поблагодарить правительство Республики Саха-Якутия, которое тоже нас сильно очень поддержало, в частности, заместителя председателя правительства Местникова Сергея Васильевича и Министерство культуры и духовности Республики Саха-Якутия, министра Куприянова Юрия Степановича, ну и всех своих коллег, которые, несмотря на другие мероприятия, мы все оказались очень собранными людьми, которые в кратчайшие сроки подвели итоги. Это был очень сложный процесс подводить итоги и выявлять победителей. Мы не один раз прослушивали спорные вот такие моменты. Я лично все просмотрела, все видео просмотрела и не раз слушала даже выступление нашего любимого Юрия Петровича, который у нас сейчас сидит, вся наша надежда на него. Вот, и поэтому я всех вас лично от себя и от имени жюри благодарю вас всех, кто нам помогал, Евгения Ивановна, вот всех, кто отозвался и помог нам в течение достаточно, в принципе, долгого времени. Потому что собрать такой фестиваль – это дело не одного месяца. Спасибо. Махтал Агаферемовна, называем имена победителей, лауреатов и номинантов 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Категория взрослые с 35 до 80 лет. Гран-при. Обладателем гран-при стал Цырендава Даждош, Монгольская Народная Республика. Поздравляем! Лауреатами в данной категории стали Иванов Василий Иванович, Чиле, Республика Саха-Якутия,
Лауреатом стал Алмабеков Кубанычбек Касымалиевич, Кыргызская республика. Выступление вы увидели, услышали. Лауреатом данной категории становится Манжев Батыр Каруевич, Республика Калмыкия. Поздравляем. Далее лауреатами в данной категории стала группа Алтын F, Золотое наследие, руководитель Ульзин Бакшаргал. Монгольская Народная Республика, члены группы Олзин Бакшаргал, Жажгалын Дагбасанба, Дашцогин Дондив, Эндапон Пунцагин Гандулан, Бекзин Ариуна, Дожин Алтан Цесек и Церма. Поздравляем! Поздравляем лауреатов! Номинантами стали, называю номинации, Айдын Курманов, Республика Алтай. Номинация Аламхасута Ивана Николаевича Винокурова Табахрова, Таттинский улус. Поздравляем Айдына Курманова, это участник нашего фестиваля, приезжал в нашу республику, потомственный кайчи. Далее номинантом становится Бальжев Саян Юрьевич, Республика Бурятия. Номинация имени Ланхасута Тимофея Васильевича Захарова, Чеби, Амгинский улус. Поздравляем от всей души. Далее номинация имени Ланхасута Иннокентия Ивановича Бурнашова Томсурун, Мегино-Кангаласский улус, вручается Бабалаеву Леониду Пимбаевичу, Забайкальский край. Это тоже наш большой друг, участник нашего фестиваля, Аксакал Забайкальского края. Поздравляем. Далее номинация имени Ланхасута Николая Алексеевича Абрамова Кына, Мегино-Кангаласский улус, присужден Албычакову Вячеславу, Республика Хакасия. Поздравляем! Номинация имени Ланхасута Иннокентия Гурьевича Тимофеева Теплоухова, Шурапчинский улус, присуждена Сотпе Сергею Сергеевичу, Республика Тыва. Далее номинация имени Ланхасута Прокопия Прокопьевича Ядрахинского Беджеля, Намский улус, присуждена Дудкину Максиму Ильичу, Республика Саха-Якутия. Номинация имени Ланхасута Василия Осиповича Каратаева, Вилюйский улус, присуждена Попову Афанасию Николаевичу, Республика Саха-Якутия. Далее номинация имени Ланхасута Дарьи Андреевны Томской Чайка, Верхоянский улус, присуждается Баламцуренгин Макмарцурен, Монгольская Народная Республика. И номинация имени Ланхасута Ивана Николаевича Винокурова Табахрова, Таттинский улус, присуждается Гайнуллиной Асии Султановне, Республика Башкортостан. Далее в категории молодежь с 18 до 35 лет лауреатом становится Бегалиев Эсенбол Сарпагышевич, Кыргызская республика. Поздравляем! Лауреатом данной категории становится Борисов Юрий Петрович, Республика Саха-Якутия. Рядом с нами сидит. Поздравляем, Юрий Петрович. Лауреатом данной категории, третьим лауреатом становится Чулунов
Айкул Андреевич, Республика Алтай. Наш гость, вот он сидит в доме Арчи возле Камелька. Узнали? Так. Далее номинации в этой категории. Тайтыков Монуне Дмитриевич, Республика Алтай. Ему присуждается номинация имени Ланфасута Тимофея Васильевича Захарова «Чебей», Ангинский улус. Далее номинации имени Ланфасута Иннокентия Ивановича Бурнашова Томсурун, Мегино-Кангаласский улус. Присуждается Тульпер Пагичи, Чебачаковой Антонине Михайловне, Республика Хакасия. Далее номинации имени Аланхасута Иннокентия Гурьевича Тимофеева Теплоухова, Чурапчинский улус. Присуждена Никифорову Виталию Витальевичу, Республика Саха-Якутия. И далее последняя номинация имени Аланхасута Прокопия Прокопьевича Ядрыхинского Беджеля, Намский улус. Присуждается Амосовой Марфе Федотовне, Республика Саха-Якутия. Наши талантливые исполнители эпоса, подающие большие надежды. Далее слово предоставляется члену третьего международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Ланхо под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, специалисту по фольклору Центра духовной культуры Дом Арчи, автору проекта «По следам предков» Михайлову Борису Николаевичу. Пожалуйста. Доброе время суток, уважаемые участники, уважаемые члены жюри, уважаемые организаторы третьего международного фестиваля по зову земли Ланхо под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Разрешите от себя лично поздравить с успешным завершением нашего фестиваля, который нынче прошел на необычном формате и собрал вокруг себя представителей, ярчайших представителей из многих регионов и зарубежья, самых истинных носителей, распространителей, популяризаторов сказительского искусства, древнейшего устного творения человечества. Наш фестиваль, вокруг нашего фестиваля в эти дни собрались самые яркие представители, воистину болеющие за возрождение эпической традиции, несмотря на наш научно-технический прогресс, который вошел каждодневно в нашу жизнь, но в эти дни мы воспользовались этим прогрессом, и сегодня на этом храме знания, в этом прекрасном здании собрались и проводим наши мероприятия, собрания онлайн формате в реальном времени. Должен отметить, как человек, один из тех, стоящий на заре зарождения нашего фестиваля, и ради рождения этого фестиваля, и ради становления этого фестиваля проехал более 40 тысяч километров дороги вместе со своими сказителями по республикам Южной, Западной Сибири, по Монголии, ради восстановления моста, духовного моста между нашими народами, между нашими регионами. И наш праздник в 2015 году состоялся. Должен благодарить, конечно же, наших руководителей, наше правительство, наших единомышленников
И, конечно же, лично хочу сказать слова благодарности Агафье Еремеевне. Она сразу с первых дней начала поддержать вот эту нашу идею. И мы сегодня имеем то, что имеем. И сегодня наш уважаемый председатель жюри Талантар Алмабекович очень хорошо подчеркнул, что он даже сказал, что это наше мероприятие, наш фестиваль один из самых крупных мероприятий во всем мире. Это высокая оценка, потому что он, как сказитель, как ученый, побывал во многих странах, участвовал во многих международных мероприятиях, и, наверное, на сравнении он это подчеркнул от всей души. Должен поблагодарить наших монгольских друзей, именно госпожу Амазаргал. Она является председателем общества монголов сотрудничества. Сегодняшний наш гран-при, уважаемый Сарандават Даждош, еще в 2015 году мы его нашли через Амазаргал. Она его нашла из далекого Самона, из глубинки Монголии. А тогда он не мог приехать, тогда немножко он переболел, а сегодня он участвовал, и это имеет чуть маленькую историю. Мы чуть с опозданием думали, что из Монголии нет уже участников. Тут начали теребить наших монгольских друзей, они нашли молодого парня, и он на коне поскакал в далекий Самон. И там он, как современный человек, снял на видео в юрте его исполнение, и сегодня он стал гран-при. И думаем, это правильно. Что должен отметить по исполнению монгольских наших друзей, наших сказителей? Ну, наша председатель Агафья Еремеевна, она подчеркнула, я как человек, побывавший в 2014 году в Монголии, тоже со своими сказителями, должен отметить, что вот этот ансамбль Алтан-Эф, уникальнейший ансамбль. Мы уже не ожидали, что увидеть такого ансамбля самобытного. Мне даже показалось, что вот их исполнение преодолевает всякие барьеры, всякие языковые, межэтнические барьеры, и каким-то таким таинственным действием доходят до каждого слушателя, где бы он ни находился. Даже не зная языка, человек может интуитивно ощутить, о чем они поют и сказывают. Поэтому они по праву стали сегодня лауреатами нашего фестиваля. Должен слова благодарности сказать нашему бывшему участнику Улугбашеву Евгению Александровичу. Он подготовил и своего ученика, но человека в возрасте, Вячеслава Албачикова. Он звонил несколько раз, и Албачиков сегодня у нас выступил в эти дни очень достойно из репертуара Петра Прокопьевича Да. Сказителя, который в свое время сказывал около 40
сказаний. Спасибо, Евгений Александрович. Наверное, вы слышите нас. Наш друг, участник Айдан Курманов из Республики Алтай тоже выступил очень достойно. Я всегда восхищаюсь природой горного Алтая, и он в эти дни выступил и участвовал достойно и представил свой народ, свое сказание. Благодарю организаторов нашего фестиваля, хотя фестиваль прошел довольно долгое время. Это у нас необычный формат, но, думаю, в очень скором времени мы соберемся на нашей благословенной, прекрасной, гостеприимной земле, на долине Дуймада, и будем вместе организовать наш праздник сказания, через которого мы несем нашу древнейшую культуру, передаем нашему будущему поколению, чтобы наш эпос, наши традиции имели вековое продолжение. Спасибо всем. Махтал Борису Николаевичу. Сейчас к вашему вниманию в виде обращения члена международного жюри, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Калмыцкого научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Горяевой Баиры Басанговны, Республика Калмыкия. Уважаемые участники Международного фестиваля по зову земли Алмахов, прошедшего под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, приветствую вас из солнечной Калмыкии. Поздравляю всех нас с таким знаменательным событием, как этот фестиваль, который объединил сказителей разных государств. В этом году на фестивале были представлены эпические традиции хакасов, алтайцев, бурят, калмыков, киргизов, башкир, эвенов и, конечно же, якутского народа. Прозвучали отрывки эпосов и героических сказаний исполнителей разных возрастов. Отрадно то, что среди сказителей есть и молодые люди, ребята и девушки, которые воспринимают, интересуются, сохраняют и передают дальше эпическое наследие своих предков. Поэтому организаторы выделили две возрастные группы. Это от 18 до 35 лет и от 35 до 80 лет. В первой категории среди молодых исполнителей на фестиваль было заявлено 11 человек, 11 исполнителей молодого возраста представили нам устную традицию киргизов, два выступления было из этого государства, а также Якутск. Из Якутии было очень много представителей, это очень радует, то, что устная традиция эпическая, да, сохраняется, передается дальше, пропагандируется, поэтому большое спасибо организаторам этого фестиваля за вот такую возможность объединить сказителей, поделиться их творчеством, поддержать их в их творческом пути. Среди исполнителей в возрасте от 36 до 80 лет
Очень много ярких сказителей, очень много сказителей из Якутска, из Якутии. Здесь у нас были представлены исполнения такого сказания, как «Амир Боктер стремительно». Очень интересные оказались мне отрывки в исполнении сказительниц. Это сказание о богатырке, девушке и шаманке, богатырше в исполнении якутских сказителей. Нужно отметить, что якутские сказители представили очень много выступлений, и здесь очень интересные моменты, которые раскрывают особенности сказительской традиции якутского народа. Видеоматериал, конечно, не передает той атмосферы, да, которую мы могли бы наблюдать и прочувствовать при исполнении вживую. Но тем не менее эти записи показывают то, как эпос передавался, рассказывался, в каких условиях он рассказывался. Да, я думаю, вот этот онлайн-формат как раз позволил передать ту обстановку, в которой традиционно рассказывались эпические сказания. Потому что многие выступления якутских сказителей проходили у горящего костра. И потрескивание вот этих дров, да, это, конечно, вот то, что, наверное, передавало то, что было исконно, передавалось из поколения в поколение. Махтал. Далее к вашему вниманию видеообращение члена международного жюри, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Академии наук Башкортостана, Сибирского отделения Российской академии наук Хусаиновой Гульнур Равиловны, Республика Башкортостан. Доброго времени суток, уважаемые члены жюри, дорогие участники третьего международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олонхо под эгидой ЮНЕСКО. Вот уже в течение месяца мы слушали в вашем исполнении эпосы ваших народов. Большое вам спасибо за участие на этом фестивале. Вы хранители и популяризаторы духовной культуры, в частности эпоса ваших народов. За время работы фестиваля мы послушали более 40 выступлений. Каждое выступление – это праздник души. Вы большие молодцы. Но, как говорится, фестиваль есть фестиваль. Есть исполнители очень хорошие, разные. Но, в общем, все хорошие выступления были. Тем не менее, хотелось бы выделить выступления некоторых участников. Очень хорошо представлена Республика Саха-Якутия. Оно естественно. Во-первых, они организаторы. Во-вторых, их Олонхо входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И что хочется отметить? Вот среди якутских исполнителей особенно запомнилась Иконова Наталья Ивановна. Прежде всего, конечно, хорошее исполнение. И второй момент я хотела бы обозначить. Она исполнила свой эпос на фоне природы и в окружении слушателей.
Это очень вот похвально, потому что мы здесь увидели не только исполнение, но и передаваемость молодому поколению. Также очень хорошо выступила, на мой взгляд, исполнитель из Республики Саха Макарова Изабелла. Мандал. Слово предоставляется члену международного жюри фестиваля, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук Кузьминой Раисе Петровне. Республика Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, дорогие участники третьего международного фестиваля сказителей, дорогие члены жюри международного фестиваля, организаторы вот такого большого мероприятия, которое уже проводится третий раз. В эти дни мы окунулись в волшебный мир эпического наследия многих народов. Были услышаны сказания калмыцких исполнителей, монгольских исполнителей, горловое пение тувинских исполнителей, которое завораживает каждый раз, когда слушаешь их пение, оно уносит куда-то туда, вдаль, вглубь веков. И это, конечно, всегда до дрожи, скажем так, да? Вот, каждый раз, когда уже второй раз, по-моему, я слушаю молодого исполнителя Чулунова, прекрасное исполнение Чулунова, имя, извините, я забыла, Эркула, Чулунова Эркула, который всегда прекрасно представляет эпическое наследие своего народа. Прекрасное исполнение Ланхасута нашего Попова Афанасия Васильевича, которого я с наслаждением слушала. Я на всю громкость включала всех исполнителей, и у меня это звучало не в наушниках, и у меня это звучало несколько дней, наверное, это слушали и все, кто там меня окружал. Вот все, каждый раз вот это все это звучало очень завораживающе. Сказители эпического наследия народов – это хранители традиций, обычаев, духовного богатства народа. Вот это вот те люди, которые несут свет в наш мир, в наше общество. И вот хотелось бы отметить, что впервые на такого уровня мероприятия прозвучал эвенский нимка Умчали, что говорит о витальности языка. Его исполнил отличник культуры Республики Саха Максим Ильич Дудкин. Он родом из Аллайховского улуса и исполнил вариант эпоса, который бытует у аллайховских хавенов. Это Умчагин, сказание об одиноком герое, вариантов Умчагина очень много. Были исследователями записаны у магаданских хавенов Умчагин называется, у березовских хавенов Умчагин у момских хавенов. И вот каждый раз вот этот Умчагин звучит по-другому. И вот в этот раз его исполнил уже их аллайховский вариант. Умчагина исполнил уже представитель аллайховских хавенов. И это, конечно, говорит о том, что язык жив, язык говорит о витальности языка, что все-таки уже не надо говорить о том, что язык исчезает, что скоро нас вообще, там, говорящих на языке, станет единицы, останутся. Вот. Это было
конечно, он слушал исполнение нашей единственной, до этого мы говорили, что единственная исполнительница у нас осталась эпоса, это Дарья Михайловна Осенина, которая проживает в Тополином, и у нее традиция исполнения именно охотская, потому что ее родители переселились из Охотского края, и отец передал под это исполнение охотскую традицию. У оведов было зафиксировано 3 традиции исполнения эпоса. Это Колымская, Охотская и Индигирская. На самом деле у аллайховских была индигирская традиция исполнения. Но так получилось, что Максим Ильич, он побывал на нашем, скажем так, по проекту «Золотое слово» мы приглашали сказителей из разных регионов, были из Хабаровского края тоже сказители и сказочники, была и Дарья Михайловна Осенина. И вот она несколько дней, там 5 дней исполняла свои эпические сказания. В это время вот эти молодые исполнители все присутствовали, и он перенял у нее манеру исполнения, традицию именно охотскую. И это очень хорошо, хотя бы так. Но очень надеемся, что в следующем фестивале участников немкаланов наших овецких будет побольше. Очень на это надеемся, что передача вот этого эпического исполнения, она не прервется на руки. И, конечно же, всем желаю, всем участникам, всем организаторам международного фестиваля, всем членам жюри желаю творческих успехов, здоровья и всего наилучшего. Вперед с песней и все, удачи. Спасибо. Махтал Раиса Петровна, сейчас вашему вниманию идет выступление наших сказителей, участников 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей по зову земли Олатхо. Чулунов Эркул Андреевич, Республика Алтай.
Далее послушаем выступление Сотбы Сергея Сергеевича, Республика Тыва. Махтал. А теперь послушаем Никифорова Виталия Витальевича, Республика Саха-Якутия. Irdik mağana kalan biride kiritigar yüktellenen yeske bir joluru yarın yurgun batur deni odun han ona hutunanı olak suyar
seni günerken uluğunu kemiskeni gene urana haysa hani uhata teni de utara gostunleri kıladik hebe katunga İçitin bula ilgi ilbistek yeni ger yolun tuta ilgi Toloman mangan yurugar Allah hacetini tutanlar halotun otanlar ağız bila suaktak aytalını kobalı starını killerenleri. Такие хорошие выступления, вообще отличные, прекрасные. Я с большим удовольствием сейчас называю имена обладателей приза зрительских симпатий. По результатам онлайн-голосования на приз зрительских симпатий участников 3-го международного онлайн-фестиваля сказителей «По зову земли Ланхо» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО обладателями приза зрительских симпатий стали Амосова Марфа Федотовна, Республика Саха-Якутия, 176 голосов. Далее обладателем приза зрительских симпатий стал Попов Афанасий Николаевич, Республика Саха-Якутия, 91 голос. И далее третий наш обладатель приза зрительских симпатий становится Сотпа Сергей Сергеевич, Республика Тыва, 52 голоса. Вот и завершается наш праздник устного сказительства. И воспитание, уважение и гордости у подрастающего поколения к своим эпическим традициям родного народа, выявление талантливых и одаренных сказителей и исполнителей эпоса, привлечение внимания общественности к проблемам сохранения эпического наследия. Вот важные задачи, которые решаются благодаря вам, дорогие наши участники, наши организаторы, идеологи, наши члены жюри. Махтал всем большой. Благодарим от имени оргкомитета всех, кто участвовал на этом празднике эпического наследия. Мы уверены, что наш фестиваль обогатил и далее обогатит всех участников и зрителей. И наш фестиваль, 3-й международный онлайн-фестиваль сказителей по зову земли Ланхо, уже стал одним важным шагом в сохранении эпического наследия народов. Мы поздравляем всех вас с успешным завершением фестиваля, 3-го международного фестиваля сказителей по зову земли Олонхо под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. И хотим сказать махтал, уруяйхал нашим организаторам, нашему международному жюри, руководителям и всем членам
жюри. А также мы хотим сказать еще Махтал Уруй Айхал всем участникам, сказителям, исполнителям, носителям эпических традиций и духовной культуры народов. Махтал! Желаем вам всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в творчестве и в жизни. Добрый путь! До следующих встреч!